Assalamu alaikum saygılı teleseyircilerimiz. Efirde bugün yayını ve bugün bizler milli hareketimiz hakkında laf edeceğimiz. Bundan da gayrı halkımız arasında endi meşhur olgan şairimiz Elvira Emir Ali Kapnis bizim sevimli şairimiz onun icadıyla tanış olacağımız ve böylelikle keliniz Elvira Hanım'ını selamlayıq. Assalamu alaikum Elvira Hanım. Aleyküm selam. Elvira Hanım, ilk evvela biz bilemiz ki mana 2 hafta evvel Kırım'da pek acınıklı vakalar yüz berdi ve Nariman Ağa Cilal hakkında sizinle laf etmege isteyim. Milli hareketimizde Nariman Cilal'ın rolü nasıl? Я, с вашего позволения, буду говорить на русском языке. Рада сегодня говорить на АТР. И, конечно, эта тема, волнующая всех крымских татар. Нариман Джилял, я с ним познакомилась уже не помню в каком году, но помню, что он произвел на меня очень сильное впечатление человека с большим сердцем, честного, добропорядочного, сильного лидера. И то, что с ним произошло сегодня, это, конечно, ужасная несправедливость. Это огульное сфабрикованное обвинение. Это то, с чем мы сегодня столкнулись. И ситуация настолько сложная, что даже невозможно передать ее словами. Человек, на которого мы опирались, меня всегда очень сильно поражало в нем, знаете, еще такое качество. Он очень толерантный и никогда не говорил ни с кем свысока. Всегда очень был внимателен к каждому человеку, который с ним разговаривал. Вот. Это качество такое редкое, при том, что он пользовался всегда огромным авторитетом, уважением со стороны крымских татар. Я думаю, что не только крымских татар. Elvira Hanım, bugün öyle bir teklifim var. Keliniz milli hareketimizni hatırlayıq, çünkü milli hareketimizde birçok insanlar iştirak etken ediler ve özlerini mana vatan için avdet yolunda iştirak etip özlerini kurban etken ediler ve vakalar tekrarlana. Böyle insanlardan biri milli hareketimizde mühim rol oynayan insanlarından biri bu Ralan Kadıyev ve siz Ralan Kadıyev hakkında birçok malumatlarını toplandınız ve onun rolü hakkında ne aytabilirsiniz, onu nasıl keşfettiniz? Знаете, я последние 3 года занимаюсь этой темой. Я изучаю жизнь Ролана Кадыева, его деятельность с национальным движением. И с этим национальным героем меня познакомил Изет Ага Хаиров. Ну, именно он рассказал мне о нем такие вещи, которые просто я не могла пройти мимо них, и стала исследовать эту уникальнейшую личность. И Изет Ага Хаиров, ведь вы все знаете, что он был участником процесса 10, и одна только речь Ролана Кадыева на этом процессе прозвучала гимном. Ролан Кадыев был истинным патриотом своего народа, и его не одолевали ни страх, ни преграды, он никогда не опускал руки. Не после того, как прошел тюремные сроки, ничто его не останавливало, потому что у него была цель — вернуть свой народ на родину. И если я вот хотела бы привести вам только 1 год из его жизни, 68-й год, события в его жизни, и вы сами поразитесь тому, как он был активен в национальном движении. Это 68-й год, в марте месяце, накануне годовщины депортации, он был схвачен и выдворен вместе со своими соратниками из Москвы. Всего их было схвачено около 800 человек. В марте того же года в Черчаке он участвовал в демонстрации
вернее, в митинге на Черчикском национальном празднике, и их разогнала милиция. С мая по июль он находится в Москве вместе с Исмаилом Лизаджиевым в качестве представителей народа, и они составляют и распространяют закрытое письмо. В том же 1968 году летом в Тбилиси на 5-й международной конференции астрофизиков по проблемам теории относительности вместе с Ленуром Арифовым он представил доклад «Новые экспериментальные подтверждения теории относительности об отрицательных параллаксах». Да, я, кстати, вот забыла сказать, что он был выдающимся ученым-физиком. И он не имел возможности заниматься карьерой, потому что все личное, в том числе и карьера, было для него второстепенным. Главное для него было это его народ и то, как можно его вернуть на свою родину, как можно защитить свой народ и заставить уважать свою нацию и относиться к ней с тем уважением, которого она заслуживает. И знаете, такой очень интересный факт из его жизни. Когда он готовился к этому выступлению на конференции в Тбилиси, он готовил свой доклад, и ему должно было быть выделено определенное время. Он много раз дома перечитывал свой доклад перед часами для того, чтобы сократить его настолько, чтобы можно было вместить в это время обращение к миру, сказать миру о крымских татарах и о национальном движении. Он перечитывал свой доклад много раз. Об этом мне рассказывала уже дочь Ильяса Мустафаева. И вот в этот самый день, прочитав свой доклад, он дает интервью западным журналистам о положении крымских татар и о национальном движении. И это становится известно органам, которые после возвращения Ролана Кадыева из Москвы произвели у него обыск и отстранили его от преподавания в университете. А в том же 1968 году мировая общественность удостоила Ролана Кадыева правозащитника премии Дома свободы Нью-Йорк. Конечно, он прожил очень яркую жизнь, и очень много опасностей было на его пути, но он никогда не забывал о своем народе и всегда был ему верен до последнего вздоха. Конечно, я не могла не сказать об этом национальном герое, одного из лидеров национального движения. И сейчас я написала пьесу, правда, я еще работаю над ней, но, в общем-то, материал собран. И я надеюсь, что когда-нибудь эта пьеса прогремит на подмостках на сцене нашего крымско-татарского театра. Эльвира ханым, ясыз насыл түшінесіңіз? Мұна сіз айттыңыз, о астрофизик олған еді. Сіз түшінмедіңіз, мұна астрофизик олып, алим олып, нечін о карьераны түшінмеді? Бүгін бірчық инсанлар карьераны түшінелер, миллетіні түшінеді. Я читала он от руки оставил записи допросов. И там ему не раз задавали вопрос о том, не преследует ли он какие-то личные интересы национальные. Вопрос так и звучал. На что он отвечал: все личное для меня второстепенно. Это и есть геройство, это и есть истинное предназначение лидера в национальном движении. Он не может думать о себе, он в первую очередь думает о своем народе. А то он и лидер. Böyle ликнен Эльвира ханым, мына Ролан Кадыевның мисалінде милли әрекетіміз ақында не айтмаға мүмкін? Милли әрекетіміз ақында, я могу сказать, конечно, очень много. Вот эти 3 года я столько читала в архивах, столько говорила с нашими ветеранами национального движения. Меня эти люди поражают. Вот то, как вы сейчас сказали, они не думали о себе. Они рисковали своей жизнью, своими карьерами во благо своего народа. И опыт, который они нам подарили,
дорогого стоит. Это наша школа. Это то, к чему мы должны обращаться. К их трудам. Ролан Кадыев тоже написал очень много трудов. И интересно их читать. Очень много можно подчеркнуть из них. И они сегодня тоже актуальны. Изидага Хаиров, вот недавно вышла прекрасная статья «Голос Крыма». Он очень хорошо сказал о том, что составляет основу идеологии национального движения. Нужно обращаться к тому, что они говорили, к тому, что они писали, потому что это для нас колоссальный опыт. Если мы не будем к ним обращаться, то я не думаю, что будем богаты, что мы сможем сегодня выйти из тех ситуаций, в которые попадаем ежедневно, ежеминутно. Нас ждут какие-то опасности за каждым поворотом. Нам готовят какие-то новые, скажем так, приключения, очень опасные. И нужно читать то, что они нам оставили. Нужно слышать их. Это для нас колоссальный опыт. Мен де білесізім сізден разым, мен де бір чоқ инсанлармен лаф еткенде, мен өзіме дайыма суал қоям. Олар яшаған вақытында қиын олған еді, тентүвлер олып кечеді. Амма не оларға күч береді бүтін бұл қиынлықларны енмеге? Олар өзінден емин еділер ма? Не үшін, не береді оларға күч? Я думаю, что вера. Вера, цель. Когда есть цель, вера, и когда за тобой народ, тогда ничто не может остановить. Это самое главное, это самое важное. Они без этого не смогли выжить. Их жизнь не была бы полной. Нужна вера, нужно идти к своим целям. Нужно любить, уважать свой народ, свою родину. И еще очень важно расставлять приоритеты. Вот сейчас, мне кажется, мы очень сильно уходим в материал. Вот у нас есть возможности, есть люди с возможностями, которые могли бы больше думать о своем народе, нежели о личных благах. Помогать своему народу во многих вопросах. И вот мне хотелось бы, чтобы сегодня мы все-таки правильно расставляли приоритеты, не уходили так сильно в материальное. Вот это очень важно. Ве сіздің ижадыңыз ақында да лаф етмеге істейм. Сонки вақытлары сізні наслы мевзулар ратсыз еті? Сонки вахатларам. Я вот, знаете, еще хочу, вот, извините, вот одно стихотворение прочитать, написанное Роланом Кадыевым. Роланом Кадыевым. Конечно, Он ведь был прекрасный поэт еще ко всему тому же, талантливый человек, талантлив во всем. Вот он пишет: «Татарин крымский я, но стыд меня не жжет. Татарином мне быть не тягостно, не стыдно. Для всех блистает солнцем небосвод, и лишь для нас зари еще не видно. Но я не изменю стране отцов. Хотя бы мир взамен мне обещали. Всю душу Родине, все силы ей одной. 100 000 раз любимый в дни изгнания». Если они тогда, не живя на своей Родине, а только мечтая быть на ней, смогли достичь таких результатов, то мы сегодня, живя на своей Родине, и имея все-таки какие-то возможности, мы должны собрать все свои силы, всю свою веру, всю свою любовь воедино. И главное быть вместе, быть рядом. И тогда мы все сможем. Я в этом убеждена. И хочу, чтобы вы тоже в это верили и были в этом убеждены. То, что касается моего творчества, оно всегда было тоже таким очень болезненно воспринимающим происходящие события. Вот недавно в интернете такое мое стихотворение было опубликовано «Мы живем на обочине». Да. Можете его зачитать? Зачитать, кстати, можете. Оно сегодня очень актуально. Да.
Мы живем на обочине. Долго так мы живем. Мы друг в друга вколочены каждым прожитым днем. Мы живем на обочине от всего, что внутри. Вроде ходим по роде, только все вне игры. Мы стоим на обочине, впереди 100 дорог, двери все заколочены. Выживает, кто смог. Мы живем в одиночестве, груз взвалив на себя, и отрезок обочин обойти все нельзя. Знаете, я когда-то написала поэму «Несущий свет». И вот тогда, когда я писала эту поэму, это был, вот, по-моему, 14-й год, 15-й год, очень сильно переживала из-за тех событий, которые происходят, и из-за того, что так много крымских татар покидают Крым. И мы так, знаете, сиротеем от этого, потому что уезжают умные, уезжают активные, сильные личности. Я не говорю, что мы вот оставшиеся такие все никакие, но все-таки очень жаль расставаться. И вот эта поэма, она, в общем-то, вот на этих чувствах началась писаться. Я вот хочу зачитать вам ее начало. Эпиграфом я взяла цитату из трактата Литвина, Михаила Литвина, который называется, трактат называется «О правах татар, литовцев и московитян». Трактат был написан в 1550 году. И вот он пишет такое: «Живут же народы татарские, скифы, пишет в кавычках, в скобках, без излишеств, послушные священному писанию. И живут они на земле той, Перекопской, многие дни, вольные, независимые и всегда уверенные в своей неистребимости». Первая глава звучит так. «Навстречу с Крымом колесницы спешит, спешит императрица, готова все к ее вторжению, и по ее же повелению разруху словно причесали, и кони будто бы влетали. Но испугались кони вдруг. Что вызвало у них испуг? Неужто бедный Муэдзин, не ведавший досель причин разгневать пением эзан? Пришельцы испугались. Странно, таким событиям не рада императрица, ждет расплата за неугодный ей прием. Тотчас стреляют Муэдзина. Испуг? Ну разве не причина? Причины выстроятся в ряд, и мертвый лишь не виноват. Это вот, понимаете, да, начало. 1783 год. В принципе, да, все вот имеет история свою цикличность. Есть еще такая глава, я вот буквально 2 главы вам хочу зачитать. Одна из первых глав. «Добычу делят. Сколько вам, а вам, извольте, все раздам. Распорядитель князь Потемкин разделит земли словом громким и уничтожит тех татар, кто не согласен, млад или стар, кто на режим не согласился с согласным, вместе удалил. И дел бумажных мастерах татар ограбят на ура. Так долго ждали, пробил час. Ничто не остановит нас. Князья, графини на постой в Крым устремляются гурьбой. Другую жизнь они внедряют, и мусульман всех выдворяют. Земля кипит в сопротивлении, ее распиливают в рвении, и в океане слез ее топор под песню «Все мое» под корень вырубит леса, города и села, небеса, тем разорением ужаснутся, а горы все стоят, не гнутся, ведь нерушима эта связь, так и умрут, не побоясь. Добычу делят, рай земной перетворяют в мир иной. Насилие учинив в земле, оставят в нищете в зале.
У площадей ее разрухи вид покосившейся старухи, что будет на углу стоять и милостыню долго ждать. Узнать с ней Крым вам будет сложно. Колонизатор всевозможно ее веками истязал и перед Богом не дрожал. Ее прохлады пил вино и ненавидел все равно. Вот такая вот. Çok sağ olunuz Эльвира ханым. Яхшы да бу сәйфелерни язасыныз. Мына мен динлеп, мағашын режиссерлар да тешекирлерни билдире. Сağ olunuz böyle güzel satırlar için. Мына пек актуаль ве керчектен де оле пек тесірлі. Ве білесіңіз, оле суалим пейда oldu. Мына не үшін бүгін язычыларға, шайырлерге бүгінгі күніні yazmak керек? Почему важно документировать? Ну, потому что мы пишем историю. Мы пишем свою историю, не ту, которую предлагают в книжных магазинах, придуманную, надуманную. Мы должны писать свою историю. А это наши дни, это наши годы, это наши чувства, наши эмоции. Через них мы можем передать следующим поколениям то, что мы прошли. А как иначе? Никак иначе. Эльвира ханым, я aslında sizin şiirleriniz nasıl peyda ola ve ne sizni ilhamdıra, nasıl öyle ola mına şiir yazmaya başlaysınız? Ну, началось это все очень странно, потому что я, в принципе, ничего не планировала такого. Но я не знаю, как это можно планировать на самом деле. Я не знаю, как этому можно учиться. Я просто однажды услышала стихотворение, и потом я его как-то прокрутила, оно мне понравилось. Я его записала, а потом все пошло. Вдохновение. Вообще я прочитала как-то однажды, что вдохновение, его нужно созидать. То есть редко бывает такое, что раз оно как волна накатила. Да, бывает такое, вот влюбилась или там что-то вот случилось в жизни. А в основном вдохновение, оно созидательное. Нужно наполнять себя. А наполнять себя нужно любовью, знаниями, опытом, чувствами, делать свою жизнь интереснее, и тогда и будет вдохновение. Оно не будет из ничего. Из ничего не получается. Меня вдохновляют песни, меня вдохновляет наш народ, все то, что происходит вокруг. Оно вдохновенно. Вот вы знаете, недавно пыталась устроиться на работу учителем крымско-татарского языка. Поучиться не получилось, но думаю, пока это временно не получилось. Но меня очень сильно возмутила такая ситуация, когда я пришла на кабинет к директору. Это была учительская, и там было много учителей. Я стала говорить, что я хочу преподавать крымско-татарский язык и все такое. На что мне стали учителя говорить: а вы знаете, а у нас, собственно, и некого вам предложить. Я говорю: как это некого? Ваши учатся дети крымско-татарской национальной? Никогда учатся. Но вы знаете, родители написали заявление о том, что они не хотят учить крымско-татарский язык в ущерб русскому языку. Не могу сказать, что я была очень удивлена. Я слышу такое не в первый раз. Но вы знаете, тогда для меня прозвучало это как выговор, как приговор. Потому что то, что мы можем сделать сами с собой, с нами не сделает никто. Если мы сами свой язык вот просто закопаем и скажем: это нам неудобно, это нам не принесет знаний, это нам не принесет денег, собственно, куда нам с ним идти, то это трагедия. Я помню, недавно моя дочь пошла со своей дочерью, уже с моей внучкой, ей 2,5 года, пошли на детскую площадку. Надо сказать, что это район крымско-татарский, да, где на площадке были все дети крымские татары. И ни один из них не знал ни одного слова на крымско-татарском. Ни одного. Моя внучка, им говорила на крымско-татарском языке, они отвечали на русском. Вот это трагедия, которая находится внутри нас.
Это ужасно. И вот я пришла, начала писать стихотворение, которое назвала «Чужой». Правда, еще не дописала его, но думаю, что писать. Вот. А... Я хотела... Да-да-да, вырос, а потом я задам вопрос. Нет, да. у вас есть вопрос. Давайте лучше стихотворение, а потом вопрос все-таки. Хорошо. Вот то стихотворение я вам прочитаю в следующий раз. Я думаю, что мы когда-нибудь еще встретимся. Но хочу сказать еще об одном интересном опыте в стихосложении, стихотворчестве. Вот, знаете, я раньше, конечно, обращалась только к классикам нашей русской литературы. Да? Это Ахматова, Пастернак, Цветаева. Ну, это космос, безусловно, окунувшись в который мы просто становимся лучше, стремимся быть лучше. Но когда я стала читать наших поэтов, крымско-татарских, я поняла, что я очень много потеряла в те годы, когда не читала их. И вот сейчас я увлеклась переводами. Я стала переводить стихотворения с крымско-татарского языка на русский. Мне недавно задали вопрос, зачем? Ну, для того, чтобы не только крымские татары могли понимать, о чем говорили Бекир Чобанзаде, Амди Гирайбай. Я хочу, чтобы то, что они хотели нам сказать, знали и мы, в том числе, конечно, и те, кто не владеет крымско-татарским языком. Я хочу вам зачитать одно стихотворение и его перевод. Вот. Я надеюсь, что вы оцените по достоинству. Стихотворение «Эзан Сесы» Бекира Чобанзаде. Akşamüstü ezan sesi cangıra, dertlilerini hak katına çağıra. Ezan sesi minareden cayıla, kökке çığa mulu yorgun bayıla. Çay katında ақ сақаллы қарбабай, titrek қолын салқын суда уғалай. Derенlerden Алла sesi hoş gelir. Ақ маңлайлар жерге тие yüksele. Men ғарипмен, мезжитім жоқ келешек. Михрабына мұңлы бетім сүречек. Ezan sesi bu yaklarga келе алмай. Татлы-татлы құлағыма тие алмай. Ақ сақалы қоншы мазин яшай ма? Кене Алла деп сөзіне башлай ма? Алла десе ешіткенлер бола ма? Tanrım kurtar деп жамисы тола ма? Yoksam kene bir-birine qargaylar. Bir-birini жақтырмақчым жылайлар. Өзін ташлап ғарип жұртқа сарылған. Бармы жұртым деп сесіні қарылған. Хақ дегенде не дуясыз жұрт үшін? Жұрт кемірген бір қачмелгін құрт үшін. Ezan sesi bu yaklarga келе алмай. Татлы-татлы құлағыма тие алмай. Еп жәмилер шайқапанмай бір кече. Қарт мазинлер өлмес бұрын гізлече. Жиылышыңыз ezan сесін қачырмай. Гунаңызды салғырдайын ташырмай. Қол көтеріп ақ юрекмен көклерге. Башыңызны ялмай қойып серт ерге. Хақ қатында юрт саулығын тілеңіз. Өзіңізге яқшы өлім істеңіз. Ezan sesi bu yaklarga келе алмай. Татлы-татлы yüreğime тие алмай. 1918 год. Бұл шиыр пек күчлі, оле күчлі шиырлерінден бірі. Эльвира ханым, я сіз тұшын медіңіз, мұна Бекир Чобанзадені оқыдыңыз. Аралан Кадыевны мұна хатырладық бізлер. Изет Хаировны вейляхри. Ама шында сіз айтасыңыз, біздің халқымыз тілімізге первасыз. Не үшін оле ола, неден бұл бағлы? Бұл сиясеттен бағлы ма, айледен бағлы ма? Не үшін бұл дұйғылар бізде жоқ олайты?
О, это, конечно, очень сложный вопрос. Но в то же время, знаете, я пыталась разговаривать с родителями. Задавала им вопросы, а почему вы отказываетесь от уроков крымско-татарского языка? Мне отвечали таким вот так, что, вы знаете, вот если мой ребенок выберет, если я выберу крымско-татарский язык для ребенка в ущерб занятий русскому языку, то он будет отставать от программы. А как же он потом будет учиться? А как же, куда же он дальше пойдет? Ведь он же будет потом поступать в университет, а потом он пойдет на работу, а везде русский язык. И что же ему делать? Я переживаю за своего ребенка в первую очередь, как мать. И поэтому я поступаю таким образом. На что я говорила им, что если вы так переживаете за то, что ваш ребенок будет отставать по предмету русский язык, возьмите ему дополнительное занятие. Но не жертвуйте крымско-татарским языком. Не жертвуйте им, потому что это большая потеря для вашего ребенка. И завтра вы почувствуете это, и ваш ребенок это почувствует. Но доказать что-либо, объяснить не получалось. Во всяком случае, не всем получалось. Я думаю, что мы очень много должны говорить об этом в СМИ. Мы должны думать об этом, мы должны решать эту проблему. Иначе, никак быть. Эльвира ханым, biz daima айтамыз. Программада буны айтамыз ve milletimizni çağıramız. Çünkü tilni bilgen adam mını Kırım Tatarlığını istedir. Mana siz şimdi okudunuz Bekir Çobanzada'nı. Kırım Tatar bizim milletimizni zengin edebiyatımız var. Mana böylelikle edebiyatımız hakkında sizden soramağa isteyim. Mana tilimizni bilmegenler. Neden marum kalacaklar? Mana Kırım Tatar edebiyatımız hakkında ne aytabilirsiniz? Siz nasıl onu açtınız? А все очень просто. Нужно брать книги, читать. Вот сейчас вообще к книге как-то холодно относятся сейчас. Больше как-то в интернете. Это несравнимо с книгой. Абсолютно несравнимо. Вот я прочитала это стихотворение «Голос Зам». Я уже который раз его читаю. Я выучила его наизусть. И я хочу сказать, что богатство крымско-татарского языка неоценимо. Правда, оно намного богаче даже того же русского, в котором я уже столько лет нахожусь. Я столько прочитала книг, но прочитав Бекира Чобанзаде, наш язык прекрасен, богатый. Это такое удовольствие читать на своем языке. Вот каждый должен прийти к этому. А прийти мы можем как? Дома, в домашней среде начинаются азы чтения. Прививайте это своим детям. Обязательно подписывайтесь на наши газеты. Обязательно подписывайтесь на детские издания, тот же «Арманчик» для детей. Погружайте детей в это чтение на крымско-татарском языке. Дайте им почувствовать этот вкус. Вот сейчас моя внучка говорит на крымско-татарском языке, и мы записываем, как она разговаривает. И наша семья теперь в присутствии нее говорим только на крымско-татарском языке. То есть дети нас обычно учат, а внуки так тем более. Ужасно, когда бабушки с внучками говорят на русском языке и говорят, ему будет трудно, ему будет непонятно. Почему мы так говорим? Это же неправильно. Это очень печально. Эльвира ханым, енді келіңіз tekrar сіздің ижадыңызға қайтайық. Сіз асылында мұны өз ижадыңызны не білдірмеге істейсіңіз? Тербие етмеге, олған вақиғаларны көстермеге. Мне хочется сказать еще то, что да, безусловно, пишущие люди чаще всего описывают то, что происходит, да? Через поэзию, через прозу. И, безусловно, в каждом произведении есть частичка самого автора, его отношений. Но очень хочется, чтобы наши авторы больше концентрировались, наверное, не только на том, что происходит, а то, к чему мы идем, то, чего мы хотим. Для сердца, для души, для нашего движения вперед. Вот мы должны увидеть это наше светлое будущее. И вот говорят, куда смотришь, туда идешь.
Вот хочется, чтобы мы увидели это будущее. И вот описывали его, мечтали о нем, шли к нему. Вот мне кажется, тогда мы будем больше вот идти вот эти, делать маленькие шаги, да? Вот будем больше в этом искусстве маленьких шагов. Каждый день делать по одному шагу туда, вперед. И мне кажется, что в нашем творчестве очень важно еще давать силу веры, силу духа, силу любви. Потому что если наш народ будет все время находиться в состоянии упадническом, он не сможет, у него не будет силы двигаться вперед. Потому что любовь, вера, надежда, эти чувства дают силу двигаться вперед. А мы должны двигаться, нам нельзя стоять на месте. Вот в чем дело. Поэтому я тоже пытаюсь в своем творчестве больше концентрироваться на таких чувствах. Стараюсь. Ви безлерге Даня охырадыңыз. Мен сізге шынтек Бекир Чобанзаденің шиырының эзансиясын терчимесіне оқымаға істейім. Пек güzel, пек güzel. Buyurunuz. Под вечер слышен всюду глаз Эзана. К нему идут, несут живые раны. Спустившись с минарета, ввысь стремится, уставший, проклятый, он с каждым хочет слиться. Трясущийся рукою седовласый старик умоет руки у ручья. Добро пожаловать, Аллаха голос гласный, припавших ниц он вознесет, любя. Но бедный я, ведь нет вблизи мечети, где у михраба опустил я плечи. Эзана глаз до этих мест не долетает, в касании сладостном его мой слух не тает. Скажи мне, жив еще наш Муэддин, что начинает день со слов Корана? Надеюсь, он в мечети не один? И спаси Всевышний, поспрашают прихожане. Или вновь они погрязли в вечных ссорах и даже плачут, чтоб друг друга ранить. И если среди них герой не в спорах, он жить для Родины сочтет большой удачей. Что просите вы у отчизны? Что просите вы для отчизны у Аллаха, предавшись откровению без страха? Эзана глаз до этих мест не долетает, в касании сладостном его мой слух не тает. Не могут в одночасье мечети ни муэддины, чтобы исчезли вдруг. Не пропустите вы эзан Аллаха, дети, чтоб, как Салгир, вам не носить тяжелых мук. Ложите головы свои на пол холодный, просите милости для Родины своей, себе простите смерти вам угодной. Тяните к небу руки все сильней, эзана глаз до этих мест не долетает, и сердце в муках без него все тает. Сағылыңыз, чық сағылыңыз, Эльвира ханым. Бұл эзан сесі, бұл халқымыздың бір, білесіз, олай бір мұқтешем әсерлерінден. Ве бұндан да көреміз халқымыз насыл қиын алда яшағанны, ве насыл мына ватанымызны севгенini. Ве бөйлелікен, сізге не бетеки суалым бөле олacak. Я бірінші шиырыңыз не ақында олған еді, чүнки сіз олай түшінесіз, олай терең дүйғыларыңыз бар, ама бірінші шиырыңыз не ақында олған еді. Бірінші шиырым менің бюканам ақында yazılған. Я вообще выросла с бюканашкой, большую часть времени, слава Аллаху, я проводила с ней. И вот она мне передала очень много. И вот это неудивительно, что первое стихотворение пришло о ней. Я в детство свое вернулась сегодня в красивом сне. Из комнат во двор спустилась, и бабушка снилась мне. Она мне варенье варила, смородины грозди собрав. Она меня жить учила, ни слова почти не сказав. Она так красиво пела о Крыме, о доме, о нас.
Она так людей любила. Я слышу ее и сейчас. Çok güzel. Sağ olunuz Elvira Hanım. Böyle эпимызга мен де хатırladım биталарыны, олардың кыйметлер, олардың мына тербиеге башка же кыймет. Мына сиздин шиырыңыз ярдәм етті шымды бу хаялларга, бу хаятка далмага. Ve böyle sualim olacak. Elvira Hanım, ya sizin mına icadkar olarak, şairi olarak şekillenmesine nasıl yazıcılar tesir etti? Kimler siz için mına örnekler olgan edi? Ну вот если сейчас я очень внимательно читаю наших классиков, это и Чингис Дахджи, которого я считаю нашим Чеховым, нашим Достоевским, это и Амди Гирайбай, это и Бекир Чубазаде. Только тогда, конечно, в мои 15 лет для меня первой книгой поэтической стала книга Анны Ахматовой. И я очень счастлива, что в мои руки попала эта книга. Я каждое ее стихотворение знала наизусть. Я не думала, что я буду когда-то писать сама, но эти стихотворения были для меня каким-то открытием того, как можно любить, как можно верить, как можно чувствовать. И поэтому я призываю всех обращаться к поэзии хотя бы иногда. Потому что это красиво, потому что это мудро. Потому что особенно когда столько трудностей, столько потерь. Обращаясь к таким великим людям, таким как Анна Ахматова, Пастернак и многие другие, Бродский, ты понимаешь, что жить нужно. И жить нужно честно, красиво, с верой. Нельзя жить без поэзии. Нельзя жить без искусства. Как бы трудно ни было, это спасает, это помогает. Нужно читать, обязательно читать, обращаться к поэзии. И обязательно читать наших классиков. Ve da böyle sualim olacak. Siz Selsebil poemanı yazdınız. Bu eser ne hakkında? Сельсибиль — поэма, которая писалась такой эйфории, скажем так. Я влюбилась и очень хотелось писать о любви. И на тот момент я очень много читала о нашем Крымском ханстве, о его могуществе, о его красоте, силе. И очень меня вдохновило это чтение, эти знания. Я подумала, вот это то, о чем нужно сказать обязательно. И сейчас. Потому что это тоже для нас большой опыт и богатство. Сельсибиль главным героем является Крым-Гирай-хан. И его любовь к Зейнеп. Ну, там много главных героев. Это и Крымское ханство, это и Бахчисарай. Они все главные герои действа. Поэма «Сельсибиль», она вся такая получилась красивая, такая вся сказочная. И в ней все персонажи сегодня — это сказка. Потому что к этому времени мы обращаемся не только как к истории, а как к той сказке, которую, к сожалению, вряд ли к которой мы, к сожалению, вряд ли вернемся. Поэтому Сельсибиль, он... Вы знаете, вот что удивительно, когда я читаю Сельсибиль, вот недавно я его читала в Казани, читала его на Байкале. Мне говорили, как много мы узнали. Мы не знали, что у вас такие големы были. А мы не знали, что у вас такая вышивка была.
Потому что вот вся Сибирь мне хотелось, знаете, рассказать обо всем. И о нашей вышивке, и о красоте нашей вышивки, и о том, что такое наши гаремы, что они из себя представляли, и какое было отношение к Аллаху, к женщине. Вот это все знания и чувства мне хотелось передать. И действительно, когда вот я уже еду куда-то с выступлением и читаю эту поэму, мне говорят о том, как много мы узнали, как здорово, что вы нам об этом сказали. То есть, не зря. Да. Эльвира ханым, насыл сіз түшінесіңіз? Мана сіз Сибирь мана поэмасыны яздыңыз, ханлық девіріні көстердіңіз, sonra біз білеміз ки 1783 senesi erşi gayip olmaya başladı, sonra 30. seneleri ve mına bugünkü kunlerimiz böyle mına vaziyette halkımızga nasıl vazifeler düşe? Бізге пек ağır вазифелер түше, потому что мы пережили уже столько, и мне казалось, что уже все, лимит исчерпан. Что, сколько же еще мы можем мучиться, и сколько же... Когда же, наконец, те, с кем мы живем рядом, бок о бок, будут с нами общаться на равных, будут нас уважать как нацию. Ведь у нас уже есть такой опыт отношений. Но, к сожалению, повторяются жестокие события. Продолжается несправедливое отношение к нашей нации. И это очень печально, что мы не идем в наших отношениях к диалогу, к равенству, а мы все в тех же пребываем отношениях, что и очень много лет назад. Почему-то ничего не меняется. Вот это очень печально. Я Кырым татар миллетini алсақ, nasıl siz düşünüyorsunuz? Milli duygu, vatanға sevgi nasıl şekilлене? Ve bugünkü күндө мына халқымызда bu duygular canlana mı? Еще раз повторите. Milli duygu nasıl şekilлене ve vatanperverlik nasıl peyda ola? Я думаю, что как и отношение к языку, так и отношение к тому, кто ты есть в этом обществе, кто ты есть в своем народе. Это все должно прививаться в доме, в семье. Все идет из семьи. И, конечно же, наше телевидение, наши писатели, все должны активно участвовать в этом процессе развития личности, крымско-татарской личности. Какая она сегодня должна быть? Какие у нее должны быть ориентиры, приоритеты? Формирование этой личности идет, как я уже сказала, из семьи, а потом уже и телевидение, и искусство наше. Все должно работать в этом русле. Не останавливаться. Наше движение не должно останавливаться. Оно должно всегда идти вперед, опираясь на опыт прошлого. Эльвира ханым, Мирахлы, я тарихымызны алсақ, кім сіз үшін қараманлар? Белкім ел әрекетімізні алсақ, кім сіз үшін қараманлар? Их очень много. Их очень много, конечно. О чем вы говорите? А ведь еще очень много тех героев, чьи имена забыты. И вообще, знаете, мне кажется, что каждый крымский татарин — это герой. Вот просто герой. Потому что он проходит такую школу жизни. Наверное, мы очень сильная нация, что... Нет, не наверное, это точно. Мы очень сильная нация. Если мы столько пережили и продолжаем проходить эти испытания, и при этом остаемся честными, порядочными,
продолжаем идти на диалог, не замыкаемся в себе, то мы, конечно же, очень сильная нация. И хочется, чтобы наша нация продолжала свое развитие, не останавливалась на месте, потому что мы должны... У нас такая миссия, понимаете, видимо. Мы должны с каждым годом становиться все лучше и лучше, сильнее и сильнее. Стоять на месте нам точно нельзя. Вирухымызны көтермек үчүн бизлерге дане охыр эдеңиз. Рухымыз үшін... Да. Давайте я прочитаю последнюю главу из «Сибирь». Вот. Надеюсь, это вот как раз то, о чем мы сейчас с вами говорим. На улице Центральной снова людно, Бахчисарай влечет туристов в строй, и сколь бы ни было экскурсоводу трудно, но нет у города истории другой. О ханах, о легендах незабвенных, о том, что все не вечно под луной. Расскажет гид о сведениях тем ценных, что словно россыпь под его ногой. К фонтану подведет свое название, берет он из Корана мудрых строк. Источника души он изваяние, и сей Сибирем хан его нарек. Иссохли слезы и пласты историй, меняли его пышный антураж. И местность в исполнении рапсодий пытается усилить эпатаж. Но непрекаянность, спускаясь с горной кручи, ложится серым камнем, бурым мхом, и эпитафием как будто бы созвучен неумолкающий ее душевный стон. Там, средь кладбищ, средь цаклей непроглядных, средь ханских залов, где их след остыл, на этом самом месте многократно мой пращур мне дорогу проложил. И мне идти, и мне не оступиться, и мне воздать старице мой удел, как сердце биться, только не разбиться об острый край души моей предел. И мне спастись от мук и расстояний, вновь разделивших нас на после до. У расстояний есть черта признаний и мысль о том, что есть мы, кто есть кто. И мне дан шанс, и данность беспристрастна, но страсть живет во мне, как щит и меч. Я сын, я дочь загубленного царства, и мантию свою не сброшу с плеч. Вот такая вот последняя глава. Sağ olun Elvira Hanım. Ruhumuzni gerçekten de көтердіңіз ve böyle mına repressiyalarga düşken vatandaşlarımızga, onların ailelerine ve milletimizge ne aytar ediniz? У нас нет чужих детей. Это наши дети. Это дети нашего народа. И, к сожалению, на их долю выпало такое испытание. Поэтому я думаю, не только я так думаю, я думаю, все так думают, что мы должны не оставлять этих детей, заботиться о них. Эти семьи — часть нас, потому что мы единая семья. Мы должны быть всегда вместе и заботиться друг о друге. И об этих детях в первую очередь нужно всегда заботиться и не забывать. Ya халқымызға мына bu vaziyette? Ну, халқымызға быть бірлікте болмақ керек. Бірлікте, обязательно бірлікте. Мы должны, мне кажется, вот я как-то тоже смотрела одно интервью, быть единой семьей, быть единым организмом, слышать друг друга, быть друг к другу не столь претензионной и взыскательной. Вот почему-то мы очень часто друг друга вот прям так вот сильно-сильно критикуем, вот не жалея прям друг друга. Я понимаю, что мы друг за друга переживаем, но быть более дружными нужно, быть более добрыми друг к другу. Быть одной семьей. Вот
И тогда нам будет легче пройти через все. И правильно расставлять свои приоритеты. Потому что нужно помогать друг другу, помогать тем, кто сегодня живет плохо материально, или кто ущемлен нашим теперешним положением. Их нужно помнить и нужно им помогать, а не думать только о личном благосостоянии. Вот это очень важно. Поэтому нужно начинать, конечно, с себя. Çok sağ olunuz Elvira Hanım. İcadınız için biz sizge çoxtan çox təşəkkürlərini bildirəmiz və bizlərlə canlı bağımızda olğanınız için çox sağ olunuz. Saygılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada yayınımızı yakınlayımız. Hatırlatam, yayınımızın musafiri, şairi Elvira Emir Ali Kapnis olğan edi. Keliniz birligimizni saxlamağa tırışayıq ve bütün bizim abuslarımızı unutmayıq ve daima birlik olayıq. Yayınımızı yakınlayımız. Yayınlarımızı benim meslektaşlarım devam edecek. Bizle olunuz.